В эфире программа «7 дней». Можно ли законно лишить людей озера? А если оно искусственное? Если у пруда, который много лет был достоянием народа, собственный хозяин? На эти вопросы теперь пытаются найти ответ жители села Шумково, что находится в Рыбнослободском районе. В один из дней они обнаружили, что пруд с многолетней историей вдруг превратился в лужу. И не по законам природы, а по вполне человеческим. Выяснилось, что пруд осушили искусственным образом, административными руками. Теперь местные жители лишены прекрасного места отдыха и рыбалки, но это не самое главное. Как считают жители, это целая экологическая катастрофа, уничтожена флора и фауна. В месте, где когда-то обитали цапли и крупная рыба, теперь мертвая зона. Воды в озере все меньше, растения погибли, а по берегу разбросаны останки рыбы. Жители уверены, это сделано намеренно. Администрация такие обвинения отвергает, заявляя, что дело лишь в ремонте плотины. Теперь озеро раздора раскидало народ и чиновников по разным берегам. Встретятся ли они на дороге компромисса? И кому достанется водоем? Диляра Юсупова разбиралась в вопросах, которых оказалось пруд-пруди. Изначально информация звучала так. Жители пафосно называли водоем озером. Но приехав на место, мы понимаем, никакое это не озеро. Талая вода протяженностью в несколько десятков метров. Оказалось, это картина после. Еще несколько месяцев назад лужа удивляла масштабом и бесконечностью. Какая красота тут была вообще. Люди приезжают, отдыхают, рыбачат. Это был овраг. Да. Сено косили. Сено косили. Да. Скотину пасли. Овраг был. Потом вот ПМК или кто там, мелиорация, это вот плотину сделали. Она же трасса здесь у нас федеральная. И это относится как? Никто не имеет на это права. Эти люди помнят пруд задолго до времен, когда территория еще не успела целиком погрузиться в частные владения. И началось, как уверяют жители, это не вчера и даже не в прошлом году. История туманная и с душком. Сначала якобы пришли неизвестные, и на берегу выросла будка охраны. Жители не подпускали к водоему. Потом неизвестные ушли, и тут администрация обещает навести порядок, отремонтировать плотину. Но тянет время. Жителям кажется, что все это звенья одной цепи. Эта плотина вся полная водой была около 50 лет. Никого даже ни купаться не пускали, ни рыбу ловить невозможно было. Вот не дай бог увидят, кто-то там купается или рыбу будут ловить. Тут скандал, охранники никого не пускали. Ну, что это такое? Это разве плотину они делали? Это плотину делал у меня отец. Они завладели, бумажками потрясли, они воду спустили, в рыбу всю выловили. Хотя эту рыбу при колхозе сюда запускали и кормили, и все. Время шло, а вода уходила. Вместе с ней уходила и рыба, и красота природы. Да что там говорить, смотрите сами. Мальчики карпов, все передохли. Сколько рыбы теперь у нас не будет? Экологическая катастрофа, можно сказать. Видите эти береговые линии уровня воды? Когда-то пруд доходил прямо до этой границы. Теперь он спустился примерно на 7 метров. А если рассматривать пруд вдоль, то протяженность была его еще дальше, примерно на 1 километр. Куда уходит большая вода, сама или кто-то в этом ей действительно помог. Кстати, эту картину, которую вы видите, не самая плачевная из всех. Кадры, сделанные сельчанами за несколько дней до нашего приезда. Воды на них вообще почти не видно. Вот село Шумково. Все, что стало с нашей рекой Плотиной. Плотину то ли спустили, то ли сломалось там что-то. Вода была вот сплошь до этого бревна. По ту сторону плотины есть колодец, по которой спускается вода. После зимы, весной, когда воды много набирается, снеговой, открывают этот колодец, спускают лишнюю воду. Теперь этот колодец сломан, кто-то его сломал, и вот сейчас, видите, без воды мы остались. А колодец вот ремонтировать его надо. Даже вот все дело в том, что его надо ремонтировать. Вот никто не ремонтирует. Тот самый колодец с той самой пресловутой задвижкой, которая блокирует течение воды. Кто управляет этой системой вкл-выкл, никто не знает. Да и работает ли он вообще. Знают только, что могут пострадать не только растения, животные, но и люди. В середине лета и воды нет. И кто где что будет брать. Если, не дай бог, пожар будет. А сейчас ведь они
Старые дома, как спички, горят. Открыто. Кто хочет, тот и лезет. Вот его надо просто-напросто там закрыть и его заварить. Он совершенно не нужен, ведь аварийный слив есть. Мы поднимаемся наверх к аварийному выходу. Он существует как раз для того, чтобы вода не выходила за границы. При его наличии вообще непонятно, зачем нужна эта задвижка. Зачем нужен был еще один спуск? Я вообще этого не понимаю. А лишняя вода будет, она сюда будет уходить и туда. Это все будет полно. А та она же ниже труба-то. Внизу на самом этом дне, значит, они с выгодой, с какой-то смыслом. Зачем они открыли? Сливать воду, чтобы рыбу ловить за смыслом. Вот, чтобы рыбу ловить с очком. В Министерстве экологии нам пояснили, что этот водоем без названия у них не значится. В Российском регистре водных ресурсов мы тоже его не нашли. Но есть положение о строительстве. Этот водоем в реальности имеет статус гидротехнического сооружения. Такие объекты почти всегда являются муниципальной собственностью. Мы отправляемся в Шумковское сельское поселение, но там ни нас, ни кого-то еще вообще не ждут. Едем в администрацию района, где нам подтверждают: да, они сливают воду, но не ответственность. Все это исключительно якобы в целях безопасности. Тут же встречаем и главу сельсовета, который сразу выезжает на место и обозначает: догадки жителей не соответствуют действительности. В 21-м мы оформили, взяли на баланс эту плотину. То есть мной не раз была озвучена вот эта проблема с водой. То есть меня администрация всегда поддерживала. И в 2021 году мы меняли еще редуктор, то есть задвижка, кран, который спускает с воды. Подрядчик строительной организации подтверждает, технически делать ремонт без спуска воды невозможно. Это, кстати, прописано и в законодательстве о правилах эксплуатации гидротехнического сооружения. Чтобы частичный ремонт был, надо было спуск воды сделать. Поэтому это все было согласовано. Об этом люди знали, мы письма направляли, потому что будет спуск, чтобы весной, когда половодье начнется в апреле месяце, чтобы здесь полностью уровень воды стоял. Вот поэтому сброс воды идет, сброс. Аварийный выход помогает, когда только в апреле, когда уровень поднимается оттуда. Если это не справляется, мы открываем задвижку в колодце. Здесь, тем более, трасса у нас идет на Им-7. Вода может вылиться. Да. Объясняли ли людям эти простые истины, или они их не услышали, теперь непонятно. Вероятно, в сам призрачный ремонт, который никак не начнется и неизвестно, когда закончится, мало кто поверил. Но обещание все же сельсовет дал. У нас проводится сметная документация. Будем провести плановый ремонт, спуск воды. Срок, в начале сентября, наверное, начнем работу. А закончится? Закончим где-то, наверное, в конце, до октября. Что касается флоры и фауны, люди-техники невинно называют это вынужденной жертвой. Как эта жертва отразится на будущем, можно только гадать. Да, урон не критичный, однако любой водоем, даже искусственный, создает вокруг себя микроклимат, который при осушении тоже меняется. Будет ли это место столь же бархатистым и живым, даже если его снова наполнит до краев? Главное, чтобы до конца работы местное негодование не вылилось через край. Диляра Исупова, Андрей Ключников, 7 дней.